Na Respublika Zakondata Gorgan Asukuri Sarkato Fazigun Sesi Kustan Sardariu Kutal Burtalan. Parlament Rabat Bunfatmama Az Karunce Forsta Rahastaudun Deste Av. Fitsok Forsta Parlamentari Khustat Makhastarset wa Россия Federatsiya Federalunun Berdesit Iugon Nazit Organizatsiya Maxsanadamun Parlamentun Organizatsitam Dune Parlamentam Kiev Federakandun Rejime Svalun Bortuogavardkay Khaldauи Fadal. Палата Федерального собрания Российской Федерации обращаются к Организации Объединенных Наций, международным парламентским организациям и парламентам стран мира в связи с имеющимися свидетельствами систематических зверских и попирающих все мыслимые нормы морали и нравственности, преступлений вооруженных формирований Украины в отношении самой уязвимой и защищенной части населения – детей. Уважаемые коллеги, прошу поддержать данное обращение наших коллег Совета Федерации. Deputatun korpus rozeste Savarasya Kaligate Sittel. De Kakfars Patsahadun Gimnefadal Konstitution Zakone Projekt. Zirt Sav Ostavkak Achradun Wagdatte Kuri Raidianan Bendur Arvaren Patsahadun Gimnezal Тема Patsahadun Тресайс Хастецчин церемония. Внесение изменений в статью 3 Конституционного закона Республики Южная Осетия о государственном гимне Республики Южная Осетия. Законопроект разработан правительством и переслан в парламент. Законопроекту имеется весь пакет сопроводительных документов. Проект Конституции закона Республики Южная Осетия о внесении изменений в статью 3 Конституционного закона Республики Южная Осетия о государственном гимне Республики Южная Осетия подготовлен в целях повышения значимости государственных символов Республики Южная Осетия, укрепления роли патриотического воспитания и сознания подрастающего поколения Республики Южная Осетия. В настоящее время, согласно пункту 9 статьи 3 Конституционного закона Республики Южная Осетия, государственном гимне Республики Южная Осетия, общеобразовательные организации, профессиональные образовательные организации, независимо от форм собственности, вправе исполнять государственный гимн только на церемониях открытия нового учебного года и окончания учебного года, а также во время проводимых указанными образовательными организациями торжественных мероприятий, посвященных государственным и иным праздникам. Министерством образования и науки Республики Южная Осетия рекомендовано проведение еженедельной церемонии подъема спуска государственного флага в образовательных организациях. Принятие вышеназванного проекта даст образовательным организациям Республики Южная Осетия возможность исполнения государственного гимна во время проведения еженедельной церемонии подъема спуска государственного флага в образовательных организациях. Notariat Fedelsakone projekter sesi machastaude kakhat, Rajuolai Roistat Fetsagar Forstait Zertsau Enудасам статьял, Страхканан организации Тима Бадзерт Саразанал. На заседании комитета было принято решение дополнить проект закона заключительными положениями, в которых прописать, что положение части 7 статьи 19 и абзаца 6 части 2 статьи 30 настоящего закона вступает в силу со дня осуществления страховой гражданской ответственности, страхования гражданской ответственности страховыми организациями на территории Южной Осетии. То есть норма, по которой нотариусы, частные нотариусы обязаны будут заключать договора со страховыми организациями, была отложена до того, как в Республике Южная Осетия появятся соответствующие страховые организации, которые будут страховать гражданскую ответственность нотариусов при осуществлении нотариальной деятельности. Проект закона готов ко второму чтению, и я прошу депутатов поддержать. Duamin dönüştükəgəmazan əlgotayun kreditdə büdjetun fonda ivenzinət tefədildər ərzərtda profilun komiteti sərrart ixtalan. Raxastama çisil amali və qadı ray rəstəmə əxosi fədil patsaxadun proqrammə ivenzinətdədər. Ərtikkak fars kəts raxasta parlamenti profilun komitet duamin dönüsü pərəmazan əlgotayun kreditdə fədil zakonu projekt zirtsəv ərbolav qaz acı fədizdəxəni arxaq amali və qəncətə fonda xostsi summa üdzən uğul. На ваше рассмотрение выносится проект закона Республики Южная Осетия о бюджете фонда содействия льготному кредитованию малого и среднего предпринимательства в Республике Южная Осетия на 2024 год. В проекте закона предусматривается получение дохода в виде прибыли на размещение средств фонда на депозитах кредитной организации межбюджетного
трансфера из государственного бюджета Республики Южная Осетия, а также иных источников, предусмотренных законодательством Республики Южная Осетия. Предлагается утвердить следующие основные характеристики бюджета фонда. Общий объем доходов бюджета фонда в сумме 55 миллионов 184 тысячи рублей, в том числе средства государственного бюджета Республики Южная Осетия, передаваемые бюджету фонда в сумме 36 миллионов рублей. Общий объем расходов бюджета фонда в сумме 17 миллионов 157 тысяч рублей. Уважаемые коллеги, прошу вас поддержать и проголосовать за данный законопроект. Բունեֆետ կֆաստոք ֆորստայրը խոստավ դուամին դուենցը պարամոզան փածախադուն պրոգրամանին բաստակտեն ընար մեդիցինու նխոս բոքանանը գարանտի տվադել ացը պրոգրամաու արվլազուն ամեմ խաստստը իուկորդ մեդիցինու լակկատա կացտա խաշնու ամասա խաստ կանա փածախад Программа направлена распоряжением правительства. Официальным представителем является министр здравоохранения, присутствующий здесь. Программа в основном сформирована с учетом порядка оказания медицинской помощи и стандартов медицинской помощи, особенностей возрастного состава населения, уровня и структуры заболеваемости населения, основанных на данных медицинской статистики. Тут перечисляются все заболевания, которые у нас есть, и все виды медицинской помощи, начиная от скоропомощной неотложной помощи и заканчивая стационарной помощью, в том числе и паллиативной тоже. Программа каждый год принимается парламентом, так как оказание бесплатной медицинской помощи у нас прописано и в Конституции, и в основном законе здравоохранения. Это основа охраны здоровья граждан. Կոմիտետը պերսոնալուն սկունդդար ըրցդիվենձինետտա դեպուտատ քասաթացամաս խաստրցետ էկոնոմիկա չսլամալիու ակադմական խազրադഫադլ парламентун комитета скундма. Постановление парламента Республики Южная Осетия о внесении изменений в постановление парламента Республики Южная Осетия от 11 июля 2019 года о утверждении персонального состава комитета парламента Республики Южная Осетия по экономике, малому и сельскому хозяйству. Парламент Республики Южная Осетия постановляет ввести персональный состав комитета парламента Республики Южная Осетия по экономике, малому предпринимательству и сельскому хозяйству Досаева Ацаноза Георгиевича, члена комитета. Второе. Настоящее постановление вступает в силу со дня его принятия председатель парламента. Кто за данное постановление, за данный вопрос, прошу проголосовать. Պետվալ բոնուսանգուն զոգունը պրոյեկտայի ումյոգա երսեդստը իստ, սեսի դեկկաղխայ ու ալամ խաս ֆորստը։ Պարլամենտը սարդար խադիվակ չիլախսատը Վլադիմիր prezidenti մախիցոդը մինավարտը խուստարտոz դախտա տամոժն eun poşlinata. Soldar binatı abun ung çikusa ama ötsi yurestece ta agöş çiste ama çitexse ötsi problemata. Kudazına paftaşıra, başka taktikler mahnaverem, cümle az. Fert kanı başti faşist, men mabunum der tamožne forsta, skutjog nav. Kudazına mafter, tamož nabunum der odam kanç khanjlar bışıra. Şamay yodemon da butim yontam bazar. Ma yodemon, to mardak rolasın ne buz. Men bafide kan gutuşan, az anlatı saçırımdı. Зелень ваша лосанч, зелень для лица машина. Команда вот стоит 27 тысяч рублей. Ты ушел там одна кто стоит за товар. Вот это просто хатам ахтак, когда мы как зенчиве. Кецела машина, летовая машина, урки, ваша лосанч, или 14 машина, 14 марка. Продукт лосанч. Мы видели, мы лям купим, ханжля канча еще. Нижнее канал хищалда допустим, что у тебя мужчина говорит, что место сахищата фину. Как-то бирайш на каву. Дола базар man çok şabun. Ben ondan ofersin. Kutrizm modu çurdige. Maçı şahamartayız neyimde. Hadi film. Ama gazete şahamartay. Noduna xoşta o xam tujağı kofidoy tamojner. Ve kanış tu dokuma sert sıkış yaşıyor. Ben de jura başlıyorum. Dis poručeni prezidenta. Şamay sentyabrda summit edildi. Esserim. Ben mahkut kasem ne ama sayı bana derste. Ocak bana tam mala binay. Binay çiğ da busti sanitar kata. Bu bursata da busti çiğse semtisici, il destisici duamezden da busti duamezden çikuse. O da mahstay bakılma falan. Jo hamis çinovnikte kaşı badan çıtır binattı. Meseleniz mestat restici tavme valderte. Bu da memnun oldum. Şamen. Uç fazla muhbara bırak efendim. Mol valiye borcu. Hiç oldu. Valiye sakışa bilmem. فلا يثبت كان خر نسلون يشيلونيكتا ما بوستو بعض تشوشلو سابنات ما نخات كاش بريزيدنت يا كوزنت جودم بودام
جوام نفلا من خلاص ما عندك سكتي فوريا بعد مختارات جوز استرسيام بيت الزيام كي يا أخي كتب فلا ما فندق سكت ما هو ترى بدرسة مخاص كتب تكراجي مفتى مجلس بلا مقبولة هاردي ما سكت بفرسي همش رود المشي عشان ما بدلي شيء نجي كريستينا تندري قلت نخنا مولدج ناخذ قردجي أرفيتا شما يوم يلست ودم مولدج مولد حتى بون كدنا مولا بون سماخن كيلومتر لبون نبه ما كستفاد تسر رزق بدل حتى به هاوش تقايد بنات تشيكوسة تقايد بنات نير هادو نصرف وركان هادو نودم بوكان مولدج شما يدور كان مردا من هرجي مولدج يقول لي ما تيجي نصرف كانت نستودنتا آخر شو رسه شما ناش نخمن می‌رسد کنه خاموشه دوستم یه نت کنه مثلا گنج کنه صدا کست وقت تبع کل نمبر میشه تو نو دیو خاطر تو ایست بستونیم باز سرد و این باید نه سرد یوت کازون باید مثلی فتاس مقدرشم باید دو ابو متر وردیست نه دو ابو متر وقت ما خیزه نه درشه شو گورت شو رایون گورت وقت نه دیو خیزه میتونه خواهد که یه بون نه کیلومتر رایوت در وقت سقاوت نه دیوخیزه نفسون کنه تکنیکا نه تکنیکا قویش تکنه سرد زمین قسیم در من تکنیکا داشته من نوش کنم نقطه مور من نقطه کسی نه کیلومتر که بالا بناطه میده و ویلازمده چی باتیز او من فلدر با کساوی ما فلتر كنت أكون صدناش ديابناتنا بدوي بتما أفتح جوت أشيلو تيجيته رازس كوس ما قصص مالن وداري كايتوم إيش كوس خاصين كداخيش ما كان كينومي هم من خاصين كسبنا يادم كمان كوس وتوني أبنيج ميادوس بايس خاصين كود كوس مش كوس وي نو نيجي نفتح رودي ما كوس ما دام تخيل ما دام مستمي ولا شمان ارتمای میده پرزیدنت سوالم باید داشتیم آدماگر و دن ارتمای فاگو شمای آکاش آدماگر وچی نکتری یبنات یکوست فیلم کنه بعضی وشلون این بعضی وشلون ما کدنا بعضی وشلون خاطر سایفه دبون نبود و دوشیم نما کنتم نبودید درویتون آجود دخده یوش از کنتم لگن ما لو دبون نبود من نخواستر شدیس پشلینات خیلی نما هردگی اولرایده هاش پشلینات تخیل 7% na wyvoz. Houdoner tchaj rogaj shawne khos ma hash qatogl rogaj kustuhi shod. Ma balan tchaj najertushtu mana aftawjen uftawjen saqt takutu nikama dar pushka kutu nishe. Men yakarum bokutu ma hash 7% poshilna va tarsisin kutu. Ma mana nagoz Карум, помощь пошлина, истер шау. Да, в действительности постановлением 1538 от 21 сентября Российская Федерация установила экспортные пошлины на товары, вывозимые за пределы Евразийского экономического союза. С момента подписания указанного постановления мы прорабатывали этот вопрос, прорабатывали с коллегами из Министерства экономического развития, из Министерства энергетики, из Министерства промышленности, с Министерством сельского хозяйства Российской Федерации. На сегодняшний день все указанные федеральные органы исполнительной власти согласовали проект соглашения в новой редакции, который мы готовы уже подписать. Непосредственно вчера Сар Муратович и президентом, значит, я был наделен полномочиями по подписанию этого протокола. С момента подписания протокола через 10 дней данные, вот, указанные таможенные пошлины будут обнулены на, практически на все продовольственные товары, которые завозятся в Республику Южная Осетия. За некоторым исключением, там то, что касается редкоземельных металлов, и есть еще небольшие товары, которые будут также останутся под действием пошлины. Но по ним, согласно таможенной статистике, которую мы получили из наших таможенных органов, у нас ввоз в республику
минимален, имею в виду, что там вплоть до того, что если в долларовом эквиваленте, да, то в течение 1,5 лет мы и на $1000 не привезли этих товаров. Все остальные товары, они будут освобождены от действия постановления 1538. В настоящее время в Российской Федерации, в правительстве находится этот проект соглашения для того, чтобы российская сторона наделила своей стороны уполномоченное лицо для подписания этого соглашения. То есть мы буквально даже сегодня жду звонка с Российской Федерации. Если соответствующее распоряжение от Мишустина вышло, то готов вылететь в Москву, подписать это соглашение. И через 10 лет оно вступит в силу. Вы что-то анонсируете, а потом пытаетесь это закрыть. Наоборот, никак нельзя. Вы пока сделаете, а потом мы все это объявим людям. Потом мы объявляем, их возвращают, и они опять приходят к нам. И спрашивают, вы же говорили. А мы говорим, ну вы же говорили. То есть, я очень извиняюсь за такое слово, да, но получается, что вы нас подставляете. А как получается? Так оно и получается. Սակստու զոու սամստոչսել ձրծավ սվալատը ռավդո անդատը կուշտլդար կացետա озодստը фасфат مخن بیرتنیز دبروتی میگه بگذار سفلتنم مثل ما خجارت المخ اسم ماشین بودم نسفلته مثل ما بکن بودم صدیق منه فراسو خاطر احساس ما به مدن چوشنا مثلا کنم بکن بودم اون تو به مدن وقتی که دوی شاس بدم به مدن شنا ما وش سفلته آخر کن چوم واس بدلته صدیق واس بدلته ما کد گیسه وقتی سمستم کسم سمستم صدیق واس بدلتن مستم سپل وقت مستم کسم شاس نرفته قشم او سبته آفتش قمر کنه شاس نرفته مثل مخت آخر کنم نواس بدلتن من نه او وقت چیز خرید کنه دونم ما کد گیسه وقتی اون در سمستم کسم کد گیسه Мы с тобой Хаздарнакуттуй, но она же тоже привязана к Северо-Кавказскому федеральному округу, то есть мы должны выйти на показатели заработной платы по Северо-Кавказскому федеральному округу. Лямбенегам Кыркасам, вот Биракоттар, не стам фалям. Борам, коллеги тоже говорили, что важные пошлины у нас в республике есть. Вое, Мохна, Падук, Знох, Дарумель, Кусам, Владимир Степанович. Кодель Канам, Борам, что уже Ферастакам, Даркав Сорон, Шамесахи, что постановление Гаскародика. Архан, Владимир Степанович, Дашарам Бумбира, Вое, Борам, Мамыстыл, Кавик, Хазагана, Кашен. Parlamenti Sardar Fetsoxadi ve Qasite Pyotr yaxustар 12 investisiyon programmay falqatara sag obyekti kustığadma. Sayroje dar tarzırta xitde ovaril. Люди приходят и спрашивают, ну надо же, вот здесь правительство у нас присутствовало на одном из заседаний парламента. И здесь четко под камеру обозначили сроки. Ну не случились эти сроки, это мы уже все видим, да. Но сейчас поступают какие-то новости, что оказывается эту опору, которую с таким чудовищным трудом прорубили, ее, оказывается, разбирают обратно. Там цемент не той марки оказался. Нет, ну вот, я прошу еще раз заранее вам говорю, не политизировать этот вопрос. Тут абсолютно хозяйственный вопрос, не политический. Ни в одном месте. Скажите, пожалуйста, вы издеваетесь или что ли? Просто мне издеваетесь. Люди спрашивают, приходят и спрашивают, товарищ депутат, мы вот вас выбирали. Вы почему над нами издеваетесь? Вот так меня спрашивают, ну что-то же ответить надо. Ну что-то хоть скажите, когда и что и почем, ну ответьте. Это первое. Второе, вот был у нас на трассе Цаутский-Вал, ну, аварийно-опасный мост, скажем так, очень неблагополучный. Правда, там аварий практически никогда не было за всю историю, но тем не менее он был слепой, со слепым выездом, и в итоге решили его исправить. И исправили. Сделали там трассу, все хорошо видно. Скажите, пожалуйста, а вот справа то, что осталось, разрушенный этот старый мост. Вы вот, правда думаете, что какой бы заказчик у вас такую работу просто принял, объясните? Его убрать не надо. Сделали красивый мост, прекрасно осветили. Вот справа то, что разрушенное осталось. Это вы зачем оставили? Все так едут, понимаете? Все. Все, кто едут в Южную Осетию, они едут через этот мост. Ну нельзя вот это убрать. В 2020 году это было, насколько я помню, мы принимали программу социоэкономического развития 22-25. Первое мероприятие, которое было прописано по этой программе, это переход на право Евразийского союза. Мы это мероприятие пропустили благополучно, но приняли закон о действии права Евразийского союза на территории Республики Южная Осетия. То есть о таможенных пошлинах, которые действуют на нашей территории, которые должны принимать правительство нашей республики.
Тогда нам было обещано, что таможенные пошлины, то есть мы переходим на право Евразийского союза, не участвуя в этом союзе. Мы принимаем все их там нормы, порядки, кодексы, таможенный кодекс, например, в частности. И цены, на цены на таможенные пошлины влиять не будет. Тогда нам это сказал министр экономического развития. Но сегодня мы видим, что, оказывается, это все же влияет на нас. Это и влияет очень основательно. Сегодня у нас на дворе заканчивается 2023 год. Программа социального развития 22-25, несмотря на заверения, которые я слышу и с нашей стороны, и не с нашей стороны, благополучно как-то проходит. Но мероприятия, которые прописаны в программе, за которые голосовали здесь, вот, они не выполнены. И тогда, и сейчас, я еще раз повторяю, необходимо внести изменения в эту программу, потому что с нас будут спрашивать с этой подписи, которые поставлены под этой программой. Кто-то что-то понимает, это никому не важно. Важно то, что под чем ты подписался. И на сегодняшний день у нас изменений этих нет. У нас нет изменений в показателях, в методах. Мы не знаем, парламент, может кто-то знает, но я, например, не знаю. То есть об этом нам не говорят. Какие проекты, например, из проектов, предложенных в программе тогда, прошли отбор, по которым спустили уже денежные средства, которые какие-то находятся уже на стадии разработки или на стадии формирования. И вот по нам общая информация, Мохна. И просьба о том, чтобы изменить, не просьба, это требование уже. Это требование не то, что вот мое или депутатов, это требование норм вообще. Что изменения в программу должны быть внесены. Это обязательство. Иначе мы вас будем спрашивать по мероприятиям, прописанным в программе. Если к 2025 году доля югославских средств в бюджете Южной Осетии не вырастет по зарплате на 85%, а российская не снизится на 15%, мы будем спрашивать с вас. А это прямо прописано в программе. Наш представитель всегда присутствовал во время всех этих мероприятий, которые проводятся Минэком по социально-экономической программе. Если вы как-то надо поменять, давайте поменяем. Я насчет вас информацию. Я Мохаммад Сарапьохан условий. Обхозяйность, там именно те, кто больше проектов и реальных проектов пошлют в Россию, еще программу ФАД. Банк такая садовлет, конечно, видео расчини федерация. Мне озвучили, что сумма уйма. Кто больше выберет, и я предложу, что мы союз дороги, то есть далеко проекта, а дальше здесь еще на чекуча и Мохан закрыть информацию. Развитие со своей стороны всегда открыто к диалогу. И ни на одно обращение парламента, ни на один даже звонок депутатов такого не было, чтобы им не ответили на поставленные вопросы. Мы в любое время готовы разговаривать. Диалог в какой форме? Уже разработали. Инициатор, уже рядом будет, фундамент колода, и вы потом нам объявляете. Я так не хочу, нет. На начальном этапе Шамая Мухтар Сунам, Чив, Шарозы, Саротчини. Алан Аронович, в настоящее время было произведено 2 отбора. В обоих отборах представители депутатского корпуса участвовали. В настоящее время мы объявили конкурс на прием очередных проектов. И будем их рассматривать. И в обязательном порядке в отборе будут принимать участие и представители депутатского корпуса. Как больше и как более открыто свою работу с парламентом выстроить, подскажите, не знаю, пожалуйста. По этой программе уже мы знаем, что идет строительство концертного года. Кто? Чья работа? Инициатор проекта Субира. Чью? Я Когеннай, Нуменнай. Конечно, спасибо за вопрос. Да, в действительности один проект из ранее отобранных в Российской Федерации получил одобрение. Банк ВТБ открыл для них кредитную линию. Это у нас консервный завод. Инициатором проекта в данном случае выступало общество с ограниченной ответственностью Субира АВ. Руководитель организации Парастаев Алан, извините за тот, который ДМК ликвидировал?
Не могу ответить. Не могу ответить, потому что не обладаю такой информацией, что в Российской Федерации была произведена данная организация. Но организация это абсолютно... Спасибо за информацию. Пожалуйста. Կուտզոնամ դեպուտատոն կորպուս արախար դոմնց խասկնա գորգանտայի ինֆորմացի խիցեն ֆորսը տֆադլ ֆալաֆաստամա ձոբ բիսն ձնտայ ձոբ մորոտ տնանտա արգումենտար խաստայ ալխոզուն. Я хочу, чтобы я предлагаю вам от имени парламента обратиться ко всем министерствам, ведомствам, комитетам, комиссиям, банкам, не банкам, всем, которые должны, организациям, которые на территории Республики Южная Осетия, сделать обращение, чтобы они следовали нормам закона, они делали все от себя или так, как им нравится. И поэтому я хочу вам зачитать текст, который я предлагаю внести от имени парламента вот всем этим добропорядочным гражданам. Я зачитываю. Статус депутата парламента Республики Южная Осетия определяется Конституцией Республики Южная Осетия и законом Республики Южная Осетия о статусе депутата парламента Республики Южная Осетия. В данных актах закреплены совокупность прав и обязанностей депутата, гарантии и формы депутатской деятельности. Одним из законодательно закрепленных форм депутатской деятельности является депутатский запрос и запрос информации по вопросам, связанным с депутатской деятельностью. Гарантии беспрепятственного осуществления данных форм деятельности обеспечены статьями 12, 17, 18 Закона Республики Южная Осетия о статусе депутата парламента Республики Южная Осетия. В соответствии со статьей 12 вышеуказанного закона депутат, группа депутатов вправе обращаться с запросом в любой орган и к любому должностному лицу. Орган или должностное лицо, к которому обращен запрос, должны представить в парламент ответ в письменной форме не позднее 15 календарных дней со дня его получения, если иное не установлено на заседаниях парламента. В соответствии со статьей 17, при обращении депутата в органы государственной и местной власти, общественные объединения, на предприятия, в учреждения, организации, их должностные лица обеспечивают депутата по вопросам, связанным с его депутатской деятельностью, консультациями специалистов, безотлагательно предоставляют ему необходимую информацию. В соответствии со статьей 18, все органы государственной власти, местной власти, общественные объединения, а также предприятия, учреждения и организации, должностные лица, к которым обратился депутат парламента Республики Южная Осетия по вопросам, связанным с его депутатской деятельностью, обязаны дать депутату ответ на его обращение. Без неукоснительного следования указанным законодательным гарантиям осуществления форм депутатской деятельности невозможно исполнение депутатом таких важнейших форм функций, как законотворчество и осуществление контрольных функций за реализацией действующего законодательства. Законодательство Республики Южная Осетия не содержит ограничений по праву депутата на предоставление ему необходимой информации, включая информацию ограниченного распространения и ограниченного доступа, государственную тайну. В соответствии с законом Республики Южная Осетия о государственной тайне Республики Южная Осетия депутаты парламента на период исполнения ими своих полномочий допускаются к сведениям, составляющим государственную тайну, без проведения проверочных мероприятий, предусмотренных указанным законом. Сохранность государственной тайны в таких случаях гарантируется путем установления ответственности указанных лиц перед законом. С учетом изложенного считаем необходимым отметить следующее. Статус депутатов парламента Республики Южная Осетия един. Все депутаты обладают равными правами в осуществлении форм депутатской деятельности. Статус председателя, заместителей председателя дают преимущество лишь во внутренних организационных вопросах парламента Республики Южная Осетия. Ответ на депутатский запрос информации необходимо предоставлять в парламент Республики Южная Осетия депутату, направившему запрос в установленной статьями 12-18 закона Республики Южная Осетия о статусе депутата парламента Республики Южная Осетия в срок. Вот такой вот текст я предлагаю направить. Если у вас есть другие предложения или... Предлагаю поддержать, потому что игнорирование представителями органов исполнительной власти законодательства Республики Южная Осетия, о которых говорил сейчас Давид Георгиевич, это на самом деле является проблемой в осуществлении депутатской деятельности депутатов парламента Республики Южная Осетия. Депутат делает депутатский запрос, и после этого абсолютно никаких реакций не бывает. Кому-то говорят, что это совершенно секретно, кому-то говорят, что это для служебного пользования. Для какого служебного пользования? Депутат обладает секретностью.
обладая секретностью, эту секретность он за это отвечает перед законом. И будьте добры, вот исполнительная власть, если депутат требует по депутатскому запросу определенную информацию, эту информацию вы обязаны ему предоставить. И чтобы на самом деле этого, наконец-то мы нашли вот как на определенный, уже вопрос, чтобы закрыли этот вопрос, для этого вот это обращение мы должны направить в исполнительную власть. Давид Георгиевич, я вас поддерживаю. Deputat Tatsifandun Fadil Yaqud Banisankuta Parlamenti Serdar Ilburtalan Darzaga Deputat Forsteta Nay Enes Soppainu Wadzan Udun Fildarkhad Венсна Адаме Думента. Прошу внимательно отнестись к этому обращению всего депутатского корпуса и передать это. Я знаю, что на большинство запросов бывает всегда вовремя ответ, но такие примеры у нас в парламенте есть. На эту ситуацию, с учетом того, что все депутаты поддержали, которые в зале в эту ситуацию, обратить пристальное внимание. Parlamentun komiteti Serdar Bibilteat Semes Fars Severtafalui ministrat Sarazine Enaliznat Qaqqanad Kushete Agustay Manuwadzin Fadil Atse Fars Tiма Бахатет Фалуй министр Гаглуйта Олигма. Как мы все знаем, в Минздраве была или есть и на сегодняшний день социальная сфера, и, как мы поняли, они должны перейти в Минтруд. И можете разъяснить данную ситуацию, потому что, насколько мы знаем, там у вас весь штат 53 единиц, по-моему, а в социальной сфере более 40 человек, в общем. И куда они денутся, чтобы вы нам объяснили данную ситуацию? Да, этими вопросами нас наделили полномочиями и обязанностями не только теми, которые сейчас на сегодняшний день занимались в совокупности и Минздрав, и Минюст, и Минфин. Нам передали ряд других полномочий, которые, к сожалению, все эти годы никто не исполнял в республике. Нам с этим надо что-то делать. Мы не можем раздувать штаты и в таком количестве, как мы хотелось бы, но пытаемся решить вопросы так, как есть. В текущий момент идет процесс, мы объявили конкурс в кадровый резерв, сегодня вот прямо сейчас проходит как раз работа заседания конкурсной комиссии, подали больше 87 заявлений поступило на вчерашний вечер. Сейчас эти вопросы рассматриваются, в том числе это и действующие сотрудники Министерства здравоохранения. Там все вместе. Все, вот 87 человек подали заявление, из них, если мне память не изменяет, 24-25 человек это действующие сотрудники Минздрава. Кроме того, есть представители и Минюста, и парламента, и ряда других органов государственной власти Республики Южная Осетия. Они все будут рассматриваться, их кандидатуры будут рассматриваться для того, чтобы они были приняты на работу в Минтруд. И все вопросы, которые так или иначе, которыми занимался Минздрав, будут переданы либо в Министерство труда, часть полномочий, к сожалению, они не были изначально даже свойственны Минздраву. Минздрав не должен был заниматься рядом полномочий, но они ими занимались, часть из этих полномочий, не все, весь комплекс полномочий был передан Минтруду, но в любом случае эти полномочия так или иначе будут исполняться исполнителями ветви власти. Мы их не можем оставить в воздухе. Поэтому сейчас идет работа, часть этих функций будет передан в Социальный фонд республики, часть перейдет в Министерство труда, часть останется в Министерстве здравоохранения. Сейчас идет работа. Часть без работы не останется? Что касается персонала, то мы работаем над тем, чтобы по максимуму ни один человек без работы не остался. И я не могу гарантировать, что так и будет, что ни один человек не останется без работы, но мы над этим работаем. Процесс этот не дело 1-2 дней, этот процесс займет время, скорее всего до конца марта этот процесс будет проходить. В любом случае мы работаем над тем, чтобы та социальная напряженность, которая может возникнуть в связи с этим, она была нивелирована. Я и в прошлый раз об этом говорил, и сейчас мы работаем над этим. По части работников уже они свою судьбу знают, они знают, куда они пойдут работать, на какие должности, в этом работа идет.
По части еще все в процессе. Даже те люди, которые сейчас обратились пока с заявлениями в Министерство труда, мы с ними будем работать. В любом случае в Министерстве здравоохранения должна пройти, как это полагается по закону, аттестация. И мы ждем, как они уже часть из них у себя трудоустроят, потом часть из них идет к нам, часть из них пойдет в различные органы государственной власти, в том числе, возможно, в парламент. Поэтому работа идет. Это, к сожалению, было бы хорошо, если бы решили все за 1-2 дня, но процесс, к сожалению, занимает определенное время, поэтому и во всех актах, которые есть в развитии данных действий, они как раз рассчитаны как минимум до марта месяца. Так как они были действующими сотрудниками Минздрава, они сейчас наравне как бы сдают, вообще процедуру проходят с обычными гражданами. Только это параллельный процесс. Во-первых, параллельный процесс идет в отношении к Минтруду. Минтруд объявил конкурс в кадровый резерв. У нас широкий спектр вопросов, в том числе те вопросы, которыми занимался Минздрав, прошу прощения, часть вопросов, которыми никто не занимался, часть вопросов, которыми занимался Минюст. Поэтому спектр широкий, мы берем в кадровый резерв. Что касается тем сотрудников, которые на сегодняшний день еще являются сотрудниками Минздрава, то в соответствии с действующим нашим законодательством, в соответствии с законом о государственной гражданской службе, Министерство здравоохранения, как неизвестно, собирается проводить аттестацию и предлагать каждому, повторяю, каждому сотруднику Министерства здравоохранения варианты трудоустройства. Только после этого, соответственно, после того, как вопросы внутри ведомства в Минздраве будут решены, у Министерства здравоохранения, у руководителя Министерства здравоохранения, министра, есть право, предусмотренное законом, запросить все вакантные штаты, которые есть в системе государственной гражданской службы, не только в исполнительной ветви, но и в других ветвях власти, и, соответственно, предлагать своим сотрудникам вот эти варианты трудоустройства. В любом случае результат будет известно, это уже ближе к марту. Мы в любом случае работаем. Сейчас я могу сказать, что около, могу ошибаться, 15-16 человек уже знают, куда они пойдут на работу. Их, скажем так, в дальнейшем. Они прошли вот эти процедуры? И в некоторых случаях просто не требуется процедура конкурса и так далее. Это связано только с государственной службой. Скажем, трудоустройство в соцвод не сопряжено с проведением конкурса. В другие, если речь идет о государственных бюджетных учреждениях, потому что в Министерстве труда, если брать весь состав, численный состав Министерства здравоохранения, это не только государственные гражданские служащие, но и бюджетники. По ним тоже какая-то определенность есть. Не по всем, к сожалению, пока, но по части есть. Поэтому они уже свою судьбу так или иначе уже знают. Вот по остальным уже там где-то сопряжено с конкурсом, с аттестацией, это все-таки, к сожалению, по времени растет, дольше времени занимает, и там пока процесс идет. Главное, чтобы при формировании нового министерства, чтобы те серьезные кадры, которые были в Министерстве здравоохранения, при формировании Минтруда, чтобы с большим опытом работать, люди, которые по 20 лет проработали, по 25 лет проработали в социальном развитии, чтобы они не остались без внимания, во-первых. Во-вторых, чтобы не было вот такого принципа, по принципу патрона, чидя на них еще больше, чидя на них еще демократия, позорев, ташемемо. Александр Сахарович, я полностью вас поддерживаю, понимаю, что вот это опасение, вы чтобы знали, что у депутатов эти опасения есть. Ertagıma ertacı produksiyi arg nexsana du aktualun probleme. Sovar argime bozzaycan amatsikus seviye fədil. Einer Buch, wenn Sie noch Coaching, nicht gerne, in die Coaching. Значит, да, в действительности 16 декабря текущего года постановлением правительства Российской Федерации был установлен единый экспортер на территории Республики Южная Осетия и Абхазия. Был установлен в отношении Роснефти, было принято такое постановление. На сегодняшний день Роснефть является единственным экспортером в Южную Осетию горюче-смазочных материалов. У всех предприятий, практически кроме одного предприятия, которые работают на территории Республики Южная Осетия, есть действующие контракты с Роснефтью. В
данном случае, и все они осуществляют свою деятельность так или иначе, они с Роснефти возили секвестированы, ни в коем случае, наоборот, только увеличили. Если у нас на начало года было 8 тысяч тонн на текущий год установлено, то в настоящее время, с учетом того, что мы дополнительно обратились в Российскую Федерацию, они являются 10 тысяч тонн. Это только по бензину марки АИ-92. Ну, соответствующий, наверное, по дизелю. По дизелю на 600 тонн. Самизнолай, хатам Роснефть. В Танаве, в моменте за тонну было где-то 72-74 тысяч. Ма, Элен ношу, холомайда, ролгиве. Январ не социалчи дарега, но стандарт будет. Хо инноз, зайки шавот зоништу вырасекут джиноше бензин хабар, ничья зона. В Танаве. Элен инаме, машалротты, зонаме. За январ. Номинация Абонхумаса разуй. Меня вынесла мужей. Абонайкумар развитый. Сегодня последний рабочий день текущего месяца и номинирован. Вода, естественно. Не сразу уджинанцы, махимаджан была трустикова, чаш под таким, так видхема 55-ка устанавливать код и на можно 55, когда вы говорите, вы разбираетесь. Я бы очень хотел, чтобы вы говорили не за тонну, а за литр, чтобы люди, которые посмотрят, чтобы они понимали, о чем речь. 55 это в литрах сколько? 50, на декабрь месяц был установлен за метрическую тонну 57 500. Это на литр выходит, это на станции Владикавказ, то есть без доставки в... На литр сколько? На литр? Сейчас, это на станции Владикавказ. Если делать перерасчет на литраж, то это получается, что на станции Владикавказ в декабре месяце нам отпускали его за 42, почти за 43 рубля за 1 литр. С учетом логистических издержек, с учетом уплаты налогов, налога на добавленную стоимость и с учетом затрат самого предприятия на сегодняшний день себестоимость ГСМ для госпредприятия является 52 рубля. Отпускная цена для граждан 54 рубля, для государственных организаций 52 рубля. С учетом динамики цен, которая была на рынке в декабре месяце, мы ожидаем, что цена ниже будет на январь месяц. Не ожидаем, она ниже на январь месяц. Вот сейчас прозвучало, что Мох Республика, бензин ханам Роснефть. Я так понял. Бензин кысқысты в вахтом комитете. Именно. Она нет, утверждает то, что бензин хану биржа. И с нашей стороны вот это хам вопрос-то. Я Роснефть чинал хану. Манан охам жок фикустом. Видите, хану Роснефть вара фиксированная ставка. И мы подешевле уже нигде не можем купить. Если биржа крхал-то, вот так сам что хану Роснефть. Вырастается роста постановления. И вопрос. И на вопрос там, а мы ехам вопрос. Вот вы озвучили 7% барьер. Предпринимать это кананча, рамар каска. Я вас попрошу смитимо объективной информации ротут. Кое-что джини, что джини, шиджихал, куджихал, мне катсищесты, мне кадрошальджесты. Я вас очень прошу. Ma смог дарма это представитель там да правительства. Насчет программы Давид Георгиевич поднял этот вопрос. Уж программа квистам. Бадмахану ди условия. Рбарвесту я уже инициатор проекта Тачигамадой Кюдундар. И мы их исключили. Вот Алан Юрьевич не даст соврать. Махану ди хам условия тогдашний премьер-министр има, что все инициаторы проекта, я кухтарчи факана удукам решил через парламент. Алан Юрьевич, вы не дадите мне соврать. Навдёвта. Почему это сейчас игнорируется? Парламент почему игнорируется? Алан Арунович, значит, то, что касается замечаний по вопросу освещения в СМИ, принимается в полном объеме на Хастарджинай. Проработаем этот вопрос и дадим информацию. То, что касается того, что вам утверждал кто-то, что мы не покупаем у Роснефти,
Ну, извините, не знаю, у кого-то такая информация, от кого она исходила. В данном случае с установлением 16 декабря в Российской Федерации Роснефти в качестве единого поставщика в Южную Осетию и Абхазию у нас возможностей, кроме как забирать с Роснефти бензин, нет. А ценообразование у Роснефти, оно всегда ориентировано на биржевую стоимость горюче-смазочных материалов. То есть они тоже выставляют свою цену, исходя из биржевой цены. Монополия в данном случае, мы это тоже прекрасно понимаем. И поэтому мы сейчас ведем консультации с российскими коллегами по вопросу формульного установления цены. То есть мы должны понимать и прогнозировать, какая цена у нас будет в тот или иной момент времени. То есть Мохтар уже хабарал архаем. Хишода не может 52 рублей. И отпускной. Бензин. Одементо 54 рубля. Мёфта найгенами одеме сорозот 52, мехишоне то 54. В данном случае Мохтар архаем. Шамай контрактные части. Удобным курсовой. Естественно, понижение арачеста органдар только для граждан. Естественно, мы уже будем прорабатывать этот вопрос. Но в данном случае 52 рубля – это цена, которая установлена и в бюджетных проектировках. И этот бюджет вы принимали, поэтому здесь сложно ответить. У нас сотрудники администрации президента относятся к наиболее социально незащищенному слою нашего населения. Скорее всего, нет. Тогда я, наверное, выскажу свое мнение, меня коллеги поддержат. Если сотрудники администрации президента получили премиальный на Новый год в размере 20 тысяч рублей, где-то в районе, а наиболее социально незащищенные граждане, которые получали на праздники определенные суммы, надбавки к своим выплатам, они ни рубля не получили. По-моему, было бы целесообразно вот эти деньги раздать тем, которые не получают даже половины той суммы, которую получили сотрудники в виде премиальных. Работают за менее чем 10 тысяч рублей. У нас есть такая категория граждан. Есть пенсионеры, которые получают 7 тысяч рублей. Вот им ничего, а людям, которые получают 20, 30 и более, опять-таки же премиальные. Ну, как-то надо по справедливости. Если есть у нас суммы, чтобы премировать там, то давайте эти суммы направим тем людям, которые на Новый год тянут вот эту лямку и никак не могут закупиться на Новый год элементарной корзиной, которую, чтобы детям на стол поставить. Ну, неправильно это. Սեսի մարկաստավդն դար ֆորսը թանվար, սեսի կարուն պարլամենտը սարդար ըլբուրթալան, նոգազը կասարել արվարակուտա դեպուտատուն կորպուսանդար əmənə respublika əmbəstəktəndər iyumiyagay. Uyadıl fəzzıqu sesi xədərçə dəməz zalı ayzal dəstə patsaxadun gimnizaltə. Deputatun korpusal simbel dəstə qaxıllavday.